Что мы знаем об этой удивительной земле, которая считается природной жемчужиной Европы? Золотые пески южной прибрежной части полуострова переходят в цепь величественных гор, спускающихся в бескрайние равнины. Название «Крым» появилось во времена включения полуострова в состав Золотой Орды. Это произошло во второй половине XIII века. До этого Крым назывался Таврика. За Крым с древнейших времен вели борьбу самые могущественные державы мира. Это объясняет яркую этническую мозаику полуострова. До присоединения к России Крым никогда не входил полностью в состав какого-либо одного государства. В древности здесь сосуществовали греческие полисы, города, расположенные вдоль побережья, и поселения поздних царских скифов и сарматов. С эпохи Средневековья Крым в разное время входил в состав Византийской империи, Генуи, Золотой Орды, Османской империи и Крымского ханства. В новое время он становится частью Российской империи, а в гражданскую войну был последним оплотом белого движения. В разные эпохи на полуострове проживали самые разнообразные народы: скифы, тавры, киммерийцы, сарматы, греки, римляне, гунны, готы, византийцы, хазары, венецианцы, генуэзцы, армяне, монголы, татары, турки, русские, аланы. Аланы оказали огромное влияние на историю Крымского полуострова, начиная с первых веков проникновения сюда, к нам на полуостров, и заканчивая уже новейшим временем, когда население христианского Крыма было выселено перед присоединением Крыма к Российской империи. Крымская Алания – вопрос чрезвычайно интересный и актуальный не только для специалистов, которые знают ее существование, пытаются разгадать основные моменты ее истории, но и для любого человека, проживающего в Крыму и знающего, насколько многообразна и разнообразна крымская культура, и современная, и древняя. Конечно, вопрос о Крымской Алании, безусловно, актуален. В сознании большинства россиян Алания устойчиво связывается исключительно с территорией Северного Кавказа. Но и Крымский полуостров являлся в древности одним из главных центров расселения североиранских племен, таких как киммерийцы, скифы, сарматы, которые заселяли Крым, сменяя друг друга. Аланы же проживали в Крыму на протяжении всего периода существования аланского государства с 1 по 15 век нашей эры. Где-то в 73 году нашей эры римляне впервые столкнулись с аланами в Закавказье, а уже в начале III века они потихоньку проникают из Прикубания, из низовьев Дона, то есть с территории, которая назывался Азиатский Боспор, проникают на Боспор, европейский. И появляется захоронение алан в европейском Боспоре, то есть современный Керченский полуостров. И настолько их много поселилось, что они селились среди боспорцев, на поселениях рядовых боспорцев, в своей основе, что у боспорского царя появилась должность специальная – начальник канцелярии аланских переводчиков, о чем свидетельствует надпись 208 года, найденная на территории Боспора. Надо вспомнить, что III-IV века нашей эры для Европы обозначаются как эпоха великого переселения народов. И в этом масштабном движении
как раз аланская миграция, она представляется одним из самых ярких эпизодов, по крайней мере, до появления здесь гуннов. Вообще-то, чаще всего 3-4 века в истории Крыма ассоциируется обычно с готами. И для этого есть определенные основания. Да, действительно, письменные источники упорно твердят об этих воинственных пришельцах, которые в середине, во второй половине III века добрались до Крыма, пройдя через всю Восточную Европу от берегов Балтийского моря. Но вот как раз археологические памятники, они свидетельствуют о том, что среди вот пришельцев в этой волне как раз наиболее, ну, скажем так, репрезентативную, яркую такую составляющую часть представляли-то именно аланы. Во всяком случае, могильники IV, начала V веков, которые исследованы вот в последние десятилетия, это прежде всего могильник Дружная, вот в районе Перевального, вот недалеко от Алушты, могильник Неизацкий около поселка Зуи. Они по своему облику, ну вот как будто бы оставлены людьми, которые вот только-только прибыли с Северного Кавказа. Форма склепов, наборы украшений и особенно керамика, лепная керамика, очень и очень выразительные. То есть вот этот аланский компонент в этом движении, которое, еще раз повторюсь, получила обозначение как готские походы, но тем не менее аланы там составляют очень значимую такую вот часть, хорошо представленную в памятниках материальной культуры. Как мы отличаем алан? Это прежде всего так называемые Т-образные склепы. Это склеп с камерой, небольшим коридорчиком и вход, который обычно археологи называют греческим термином дромосом. Это типичные аланские погребения. А вторая группа – это могилы с подбоями, могилы с нишами в боковых стенах. Аланы появились здесь, где-то из района Аралов, во всяком случае так писали китайцы. О них упоминается в китайских хрониках ранних. Их движение, их расселение маркируют вот эти склепы и могилы. Первые следы пребывания человека в этой долине относятся к IV веку нашей эры. На это указывают остатки могильников, находки из могильников, который располагался вот на этом холме. И по обряду захоронения, по тем артефактам, которые были найдены при раскопках могильника, ученые, в общем-то, пришли к выводу, что люди, которые пришли в эту долину, устроили здесь поселение, это были племена алан. Есть несколько надежных этнических маркеров, которые связаны с аланским населением средневековым, середины второй половины VIII, первой половины и второй половины IX веков. Это, конечно, погребальный обряд. Ну и особенности материальной культуры, представленные, скажем так, археологическими находками. Безусловно, основная часть средневекового аланского этноса, составлявшего, собственно, салтово-маяцкую археологическую культуру, конечно, проживала на территории современного Подонья, на территории современной Харьковской области, в Приазовье. Достаточно много было аланских памятников по Дону и Донцу, но, тем не менее, безусловно, аланское население в это время проживало и на территории Крымского полуострова. Дело в том, что с аланским этносом в основном, конечно, связывается обряд погребения в склепах, который хорошо известный на территории южного берега Крыма, в юго-западном Крыму, и в западном Крыму достаточно большое количество подобных могильников, в юго-восточном Крыму и в восточном их, конечно, меньше. Благодаря раскопкам на территории Подонья и Подонцовья мы хорошо знаем, что в основном в быту алан во второй половине VIII, первой половине IX и второй половине IX века находилась такая своеобразная лощеная кружальная керамика.
достаточно красивая. Вот это в основном были черно- и серо-лощеные сосуды. Вот это очень такой вот хороший, своеобразный этнический маркер. И такая вот керамика известна практически на всех памятниках салтово-маэцкой культуры Крыма. Наблюдается интересная закономерность, что чем дальше находится тот или иной археологический памятник или объект от Херсонеса, и чем ближе он находится к территории Керченской переправы, тем этих вот элементов этой керамики лощеной больше. Поэтому можем сделать, конечно, вывод о том, что в основном, если аланское население и переселялось каким-то образом на территорию Крымского полуострова, то ли с территории Подония, то ли с территории Таманского полуострова, конечно, в основном оно оседало в юго-восточном и частично восточном Крыму. С аланами исследователи связывают одни из самых интересных памятников Крыма, получивших название пещерных городов. Этот термин был введен путешественниками XIX века и включает в себя поселения Чуфут-Кале, Бакла, Тепе-Кермен, Кыс-Кермен, Качи-Кальон, Челтер-Коба, Мангуб, Эски-Кермен, Челтер-Мармара, Шулдан, Инкерман. У Мангупа, Чуфут-Кале и Инкермана известны их дотатарские названия, соответственно, Феодора, Кыркор, Каламита. Но и они не являются первоначальными, а фиксируются источниками не ранее второй половины XIII века. Пещерные города зарождаются в самом начале эпохи Великого переселения народов, в III-IV веке. Они обеспечивали расселившимся вокруг них племенам господство над территорией и служили им убежищем. Пещерные города различны по своим размерам, от миниатюрного Тепе-Кермена 1 гектар до громадного Мангупа 90 гектаров. У них разные статусы — крепость, город, село, монастырь. Разные и исторические судьбы. Но их объединяет одна особенность. Рядом с остатками наземных построек археологи нашли вырубленные в толще скал жилые помещения, искусственные пещеры. Мы в столице княжества Феодоро. Это ее третий и последний рубеж обороны, так называемая цитадель. Территория цитадели представляет собой мыс, ограниченный со всех сторон скальными обрывами. А здесь, где мыс примыкает к плато, стена от обрыва до обрыва чуть более 100 метров. В центре донжон, цитадель. Когда-то это было трехэтажное здание. И именно за этими стенами, именно здесь укрылись последние защитники города. Здесь они погибли, а после захвата его турками здесь располагался турецкий гарнизон. Одним из аланских центров в Крыму является город-крепость Чуфут-Кале. Это классический город-крепость, один из наиболее интересных памятников аланской фортификации. Также он известен под более древним названием – Кыркор. Находится он на отдельно стоящем возвышенном плато в окрестностях города Бахчисарая и, подобно другим пещерным городам Крыма, является прекрасным естественным укреплением благодаря отвесным склонам. Доступ к крепости возможен только с юго-востока, где к нему идет древняя колесная дорога. По поводу времени строительства крепости у исследователей нет единого мнения. Называются и V-VI века, и IX-X, и XI-XII. Однако большинство склоняются к VI веку, времени возведения ряда фортификационных сооружений византийцами при императоре Юстиниане I. Город-крепость Чуфут-Кале, или, как он до XVII века назывался, Кыркор. Вот именно о Кыркоре у нас сообщает сирийский арабский автор Абуль-Фида,
который был, кстати, эмиром города Хама, вот сейчас печально известным по современным событиям, все время вот Хама, область Хама упоминается. Он был внуком знаменитого Саладина, победителя крестоносцев. Вот Абуль-Фида в своем географическом сочинении упоминает о крепости, находящейся в стране Алан, находящейся на краю 6-го климата. Эта крепость принадлежит именно аланам-христианам, в которой они проживают в тот период, в те моменты, когда их области угрожает вражеское нашествие. То есть это была крепость не с постоянным стационарным населением, а именно крепость-убежище. Вот это свидетельство, относящееся к началу XIV века, оно очень для нас важно в том отношении, что аланы здесь названы именно христианами, и подчеркнуто значение этого укрепления, этой крепости, как важного центра области расселения алан. Интересный момент имеется в аланском послании епископа Феодора. Это 1240 год. Близ Херсона живут аланы, столько же по своей воле, сколько и по желанию херсонцев. Словно некое ограждение и охрана города. А первоначально в крепости жили аланы, которые проникли в Крым во II-III веке нашей эры из придонских и прикаспийских степей. Здесь они расселялись в горной части полуострова, здесь же они приняли христианство. На близлежащих землях долин они выращивали огородные культуры, а в крепости женщины занимались хозяйственными делами. Они приносили воду из родников, находящихся в долине, а также вели хозяйство. Мужчины же готовились к войне, строили дома, занимались изготовлением оружия. Даже после захвата Чуфут-Кале монголами в крепости продолжает находиться аланский гарнизон, о чем пишет турецкий историк Али Эфенди. Кыркор есть крепость из городов асских на севере от Сары-Кермана, современный Херсон. В период раздробленности Золотой Орды аланы Чуфут-Кале предпринимают попытку отказаться подчиняться татаро-монголам. Об этих событиях тоже есть свидетельство мусульманского историка XVIII века Сиид Мухаммед Риза, который пользовался недошедшими до нас более ранними письменными источниками. Он сообщает: «Некогда в Кыркор проживали аланы, гяуры, оказавшие неповиновение татарам. Один из потомков Чингисхана, Шейбек-хан, после долгой осады захватил крепость. В период с 1430 по 1460 год он становится столицей возникшего в Крыму в середине XV века Крымского ханства. Среди пещерных городов Крыма особое место занимает Эски-Кермен. Город был основан в конце VI века нашей эры как византийское укрепление. А разрушен он был в конце XIII века ханом Ногаем. А через 100 лет монголы довершили разрушение. Эски-Кермен был важным политическим и административным центром юго-западной Таврики. Это был крупный центр ремесла и торговли, но основой его экономики являлось сельское хозяйство, виноградарство, огородничество, садоводство. В окрестностях Эски-Кермен найдены остатки оросительной системы, следы террасированных участков с одичавшими виноградными лозами.
самом городе было вырублено 350 пещер и 50 за его пределами. Их использовали как хозяйственные помещения, загоны для скота, склады. А также они несли оборонительные и сакральные функции. По мнению исследователей, Крым можно считать тем местом, где аланы впервые познакомились с христианством. Процесс христианизации Таврики, начавшийся в IV веке, заканчивается в основном к концу первого тысячелетия и находит отражение в появлении наземных и пещерных церквей. Согласно преданию, апостол Андрей Первозванный в начале эры прибыл преподавать христианство в аланский город Фуст, который, по мнению большинства исследователей, располагался в Крыму. И уже в конце IV века была создана Херсонская епархия. Кроме нее в состав Константинопольского патриархата уже входило 5 архиепископий Крыма, в том числе Фулская епархия, которая была аланской. В 1282 году она получила ранг митрополии и прекратила свое существование предположительно в конце XV века. Ученые размещали фуллы в различных местах – Чуфут-Кале, Кыс-Кермене, Бакле, Тепсене, поселении, расположенном на территории современного Коктебеля. Благодаря концентрации аланских храмовых памятников, а на этом холме под Карадагом их было 6, тепсенская гипотеза наиболее приоритетна среди ученых. Безусловно, данный раскопок свидетельствует о том, что уже к середине IX века большая часть населения, безусловно, исповедовала христианство. Погребальный обряд исключительно христианский. Очень много, скажем так, христианских вещей в самом погребальном инвентаре, помимо обряда. Поэтому, безусловно, к середине IX века практически все население салтано-майяцкой археологической культуры, скажем так, исповедует христианство. Однако процесс проникновения христианства в среду населения был достаточно сложный. Были случаи, когда, скажем так, население полностью воспринимало христианский погребальный обряд. Были случаи, когда этот обряд проникал, скажем так, частично в среду. То есть у нас известны могилы, содержащие как черты языческого погребального сооружения, так и христианского. У нас известны случаи, когда полностью в языческой по конструкции могилы встречаются нательные кресты, то есть абсолютно христианские вещи в погребальном инвентаре. То есть процесс, механизм проникновения христианства в языческую среду аланскую был очень сложный. Безусловно, у нас известны в это время христианские храмы. Но, конечно, особенностью их является то, что они по конструкции типичные, византийские, небольшие, одноапсидные. Встречаются даже и двух-, и трехапсидные храмы, но сложенные в очень своеобразной технике кладки, которую наши исследователи называют чаще всего техника кладки в елочку. То есть камни укладываются на ребро, образуя такой своеобразный, болгары называют эту технику кладки рыбья кость. То есть такая своеобразная техника кладки, которая берет свои истоки, безусловно, на территории Северного Кавказа. Там и до сих пор такие дома я встречал, видел, сложенные в аналогичной технике. То есть это, безусловно, северокавказский элемент, который принесли с собой аланы и проболгары на территорию Крымского полуострова. И использовали его на протяжении всего периода и раннего, и позднего Средневековья. Приняв христианство, они не отказались от традиции погребать с большим количеством инвентаря. В парадной одежде, с керамикой, со стеклянными сосудами, даже части жертвенных животных, остатки тризны. В некоторых мисках зерно мы нашли, которое подтверждает занятие зерноводством. Но, понимаете, нельзя говорить, что это было какое-то неправильное христианство, или они были слишком язычниками оставались. Дело в том, что так хоронили на всей территории христианского мира. Шильдбергера, о котором я уже упоминал, у него есть очень тоже любопытное свидетельство. Кстати, тоже я как-то не часто встречаю его в работах авторов, которые занимались аланами. Шильдбергер перечисляет языки,
на которых проповедовалось Евангелие. И среди этих языков, ну, естественно, он называет латинский, как будучи католиком, называет греческий, хотя греки в его представлении являлись схизматиками. Далее упоминается готский язык и аланский язык. Это, между прочим, по-моему, если я не ошибаюсь, это единственное свидетельство о том, что еще в 15-м, на рубеже 14-15 века аланский язык реально звучал здесь, в Крыму. Следы аланского присутствия в Крыму носит и топонимия полуострова, четко разделяющаяся на аланскую и асскую. В горной части отмечены следующие топонимы с этнонимом Алан: Чердак Алан, Алан Тайша, Узун Алан, Сасих Алан, Деверджа Алан, Орталан. В степном Крыму известна топонимия с этнонимом Ас: Биюк Ас, Кучук Ас, Темеш Ас, Табулды Ас, Тереклы Ас, Ас Джаракчи, Ас Найман, Ас Джаркини. Была местность, называвшаяся Алания, на окраине Ялты. Она и сейчас сохранила свое это наименование – Алония. Мы сейчас находимся на территории могильника в урочище Алония близ Ялты. Топоним урочища Алония известен с XIX века. А что касается самого могильника, то открытие произошло в 1998 году, когда мы здесь сделали разведки от Ялтинского историко-литературного музея. За эти 3 года, которые мы копали, это 1998, 2001, 2002 год, мы раскопали 12 погребальных сооружений. Коллекция нашего музея пополнилась большое количество экспонатов. Это золотые, серебряные вещи, которые можно увидеть в нашей золотой кладовой Ялтинского музея, многочисленные украшения. Керамика чернолощенная характерна именно для культуры аланского народа. Также здесь можно встретить вот такие вот украшения, височные кольца, култы, золотые височные кольца. Ну и также в этих некрополях встречаются предметы такие импортные, которые приобретались, видимо, в результате торговли или обмена. Это различные бусы из непрозрачного стеклопасты. Поэтому стеклянные бусы были с внутренней позолотой, с наружной позолотой. Все, что вы видите, это вот именно раскопки последних лет 30. А в следующей витрине, вообще последних 2 лет у нас сотрудница нашего музея проводила раскопки. Существует такая довольно старая, еще в начале 20 века выдвинутая гипотеза, автор которой очень известный ученый, византинист Юлиан Кулаковский, который полагал, что аланы появились в Крыму в III веке нашей эры, и таким образом он интерпретировал письменные источники. Таких письменных источников 2. Во-первых, есть такой анонимный перипл Черного моря. Перипл – это описание берегов, вроде Лоции древней. И вот в этом перипле, автор которого неизвестен, и который по современным данным датируется VI веком нашей эры, Кулаковский думал, что он написан в более раннее время, вот в этом перипле упоминается обезлюдевшая Феодосия, вы знаете, что такой город сейчас есть в Крыму, которая ранее называлась Ардабда на аланском или таврском языке. Ардабда значит, как вы, наверное, уже лучше меня понимаете, что это семибожное. Кроме того, есть такой судакский синоксарь. И на его полях делали пометки, разные люди, пометки, которые были связаны с актуальными событиями, чаще всего, которые происходили в Судаке в XIII веке уже нашей эры. Так вот, судя по запискам на полях этого синоксаря, город этот был основан в 212 году нашей эры. Поскольку Судак или Сугдак, как в других вариантах пишется название этого города, этимологизируется из иранских как «чистый» или «святой», то вот Кулаковский полагал, что этот город
дали имя Аланы, а если верны эти записи на полях Синаксаря, то в 212 году нашей эры. Вот в отношении, ну вы знаете, в отношении Феодосии, где сохранилась источник VI века, дает ее языческое название Ардабда, семибожное, то есть оно явно иранского происхождения. Вот в отношении этого у нас никаких тут сомнений нет. Это, очевидно, один из самых таких убедительных аргументов в пользу того, что языки иранские по происхождению в Крыму действительно были представлены. Имеются еще примеры аланской топонимики. Это Алустон и Горзубиты, соответственно, города Алушта и Гурзуф. Они образовались в VI-VII веках как византийские форпосты, гарнизоны, которые состояли из алан. Несмотря на постоянно меняющуюся политическую ориентацию Крыма, население его юго-западной предгорной части остается неизменным на протяжении всего Средневековья. Это аланы, готы и греки, то есть все христианское население православного вероисповедания. Аланы и готы проживали в горной местности, а греки селились в основном в прибрежных городах. Плотность населения в это время была даже больше, чем плотность населения современного Крымского полуострова. Но к середине X века все они прекращают свое существование. Жизнь продолжает теплиться, скажем так, только в двух городах. В Сугдие, современный Судак, и в Боспоре, современный Керчь. Исследователи до сих пор гадают, с чем могло быть это связано, какие политические, исторические события так повлияли сильно на топографию Крымского полуострова, на его историю. И многие сходятся на том, что, безусловно, главной причиной исчезновения этих поселений это была опасность со стороны степи. То есть такая своеобразная, скажем так, печенежская, в кавычках, скажем, угроза. Вот, безусловно, окончательная гибель хазарского каганата, свершившаяся уже в 60-х годах X века, вот, способствовало тому, что, по сути дела, некому было сдерживать кочевников, и они в большом количестве на территорию Крымского полуострова в том числе проникают. Во второй половине X века происходит достаточно существенное изменение в этническом составе населения, по крайней мере, юго-восточного и восточного Крыма. Вероятнее всего, в связи с печенежской угрозой, все-таки население, как я уже рассказывал, покидает насиженные места, переселяется в основном в города, поселки в это время болгаро-аланские пустеют, но взамен этого населения, вероятнее всего с территории Северного Кавказа через Тамань, в Крым заселяется какое-то достаточно большое количество населения с территории Северного Кавказа, вероятнее всего с территории Алании. История аланского этноса в Крыму насчитывает не одно, скажем так, столетие. Проникнув на территорию Крыма в середине III века, аланы проживали на территории полуострова вплоть до вхождения его в состав Российской империи. Их культура менялась. Вот. Она трансформировалась вместе с изменением материальной культуры Крымского полуострова на протяжении всего этого времени. Но аланский этнос, безусловно, был. И аланы оставили очень значительный след в истории Крымского полуострова.